Нами телеграмма сообщает, что Башкирский съезд в Верхнеуральске избрал кантонного начальника, который требует себе полного подчинения, угрожая в противном случае применением вооруженной силы. В освобожденном от Дутова Оренбурге возникает военно-революционный комитет во главе с Самуилом Цвилингом. Параллельно возникает еще и мусульманский военно-революционный комитет, как орган управления делами многочисленного мусульманского населения края. В комитет вошли известные татарские и башкирские большевики Гали Шамигулов, Багауддин Нуриманов, Бахтигарей Шафиев и другие. Мусульманский военно-революционный комитет был создан, как только в Оренбург вошли большевики. Туда входили как раз Гали Шамигулов, наш Багауддин Нуриманов, Карим Хакимов, Красный Паша. Они как раз были руководителями мусульманского военно-революционного комитета. По национальному они придерживались как раз этих левацких позиций. Они отрицали и так далее. Право народов на самоопределение, говорили, что якобы это территориальное обособление и так далее ослабляет революцию, речь идет о мировой революции. Занимали сугубо такую левацкую позицию. Таким образом, 17 февраля по предложению Оренбургского мусульманского военно-революционного комитета башкирское правительство было арестовано по обвинению в контрреволюции. В целях реализации решения учредительного Курултая об организации национального войска и милиции в начале 1918 года в башкирской волости Орского уезда отправилась группа башкирских офицеров во главе с прапорщиком Имраном Магазовым и корнетом Амиром Карамышевым. Они действительно пытались там организовать башкирский отряд, но не в целях борьбы с советской властью, а для защиты своей автономии. Мобилизовать людей оказалось делом несложным. Прибывающие с фронта солдаты плюс патриотически настроенная молодежь могли дать сколько угодно число военнослужащих для вновь организуемого башкирского войска. Труднее было снабдить войско оружием и амуницией. Однако помощь пришла с нечаянной стороны. Орский уездный комиссар-прапорщик Бриц, поляк по происхождению, предложил башкирским офицерам 300 винтовок и 60 тысяч рублей. Поляки, будучи угнетенной нацией в Российской империи, всегда сочувствовали угнетаемым башкирам. Если обратиться к истории, то мы увидим, что еще во время башкирского восстания 1662-64 годов более 50 сосланных в Сибирь поляков переметнулись в лагерь восставших башкир и служили в их войске артиллеристами. Во время Пугачевщины мы видим ту же картину. Сосланные на Урал польские конфедераты вновь бегут к башкирам. И в 1918 году на службу к башкирскому правительству поступают десятки польских офицеров. Образованный еще в ноябре 1917 года Баймакский совдеп был под контролем большевиков из числа местных горнозаводских рабочих. Прибывший в Баймакский завод башкирский отряд численностью в 400 человек был встречен дружелюбно. Местные власти знали о нейтралитете башкирского правительства и не желали ссориться с набиравшим мощь башкирским движением. Но в Оренбурге подвергается аресту башкирское правительство. Узнав об аресте своих национальных лидеров, они в ультимативной форме потребовали их немедленного освобождения. Естественно, подобная реакция не могла не вызвать раздражения со стороны местной власти большевиков. И, естественно, они, скажем так, восприняли эту группу, которая изначально была нейтрально настроена к ним, как враждебную. Вопрос о том, что раньше, собственно говоря, баймакская группа не вызывала вопрос у большевиков, в общем-то, он, наверное, прослеживается на том примере, что башкирская группа в Баймаке планировалось ее вооружение руками самих большевиков. Баймакский совдеп тайно звонит в Оренбург и спрашивает совета, как поступать в сложившейся ситуации. Баймакский совдеп. К нам на Баймакский завод приехал башкирский вооруженный отряд в количестве 400 человек. Во главе отряда офицеры и буржуазные башкирские националисты – Магазов, Идельбаев и другие. Они именуют себя властью автономного Башкортостана. Как с ними поступить? Цвилинг. Всякий отряд, бежавший из Оренбурга, является контрреволюционным, и с ними ведем беспощадную борьбу. Предлагаю отряд разоружить, а руководителей арестовать. Обстановка для решительных действий была как нельзя благоприятной.
Корнет Амир Карамышев со своей кавалерией уехал вызволять задержанный сочувствующими большевикам хуторянами обоз с 300 винтовками, который отправил вышеупомянутый прапорщик Бриц, а сами рабочие сумели вооружиться, причем за счет своих противников. Башкиры выплатили Баймакскому совету достаточно крупную сумму за вооружение винтовками целого башкирского полка. То есть сделка была фактически уже сделана, деньги были уже переданы, однако по поступлению из Оренбурга приказа о немедленном разоружении и аресте башкирских лидеров в Баймаке, эта сделка, естественно, была сорвана. То есть деньги были получены, винтовки не были розданы. Местные большевики раздали винтовки рабочим Самаскинского завода, который находился недалеко от села Баймак. И вот ночью 17 февраля отряд рабочей гвардии арестовал ничего не подозревающих руководителей башкирского отряда, 5 башкир и 7 поляков. В разгар событий из Оренбурга подоспел отряд Красной гвардии. В результате баймакской трагедии погибло 17 человек, 5 польских и 2 башкирских офицера, а также 10 солдат. Ареста избежали 2 человека, это Амир Карамышев, военный руководитель, и его ближайший помощник, прапорщик Бриц, польский офицер. Дело в том, что в это время они находились вне территории Баймака и занимались организационными вопросами. Узнав о том, что их товарищи арестованы, они немедленно вернулись в Баймак и, используя силы местных башкир, сумели обрубить телефонную связь вокруг этого поселка и осадить данный населенный пункт. Однако, не имея на руках вооружения, за исключением охотничьих ружей, естественно, взять этот поселок они не могли. Соответственно, большевики не решались прорвать кольцо, потому что не были уверены в своих силах. Осада Баймака отрядом корнета Амира Карамышева взволновала оренбургский ревком. Сам Цвилинг явился в камеру к арестованному Ахмед Заки Валидову с предложением заключить сделку. Вот как описывает эту встречу сам Ахмед Заки Валиди в своих воспоминаниях. Цвилинг предложил мне дать приказ распустить формирующиеся в горах Башкортостана отряды добровольцев, в недельный срок сдать оружие советским властям и пригрозил, что если эти условия не будут выполнены, мы будем расстреляны. Я ему ответил, какое значение может иметь приказ, отправленный из тюрьмы. Он сказал, как знаете, и удалился. Нервозность большевиков объяснялась тем обстоятельством, что как раз в это время из действующего фронта возвращались казачьи части. Естественно, говорить о том, что казачьи полки лояльно относились к большевикам, не приходится. Поэтому, опасаясь того, что Дутов сумеет использовать эти силы в своих интересах, большевики совершенно опрометчиво пытались их разоружить. Естественно, вооруженные уральские и оренбургские полки ни в коем случае не собирались сдаваться на милость новой власти, и это привело к ряду столкновений. Как правило, победителями из этих столкновений уходили казаки. Это еще более вселяло неуверенность в сознании местных большевистских властей в Оренбурге и, скажем, повышала нервозность их и чувствительность к всевозможным проявлениям нелояльности по отношению к своей власти. И вот, скажем, одним из проявлений этой нервозности стала вот такая вот достаточно грубая операция по уничтожению башкирской группы в Баймаке, их разоружению и, как результат, к расстрелу целого ряда башкирских деятелей, среди которых следует выделить Идельбаева, Магазова. Это члены башкирского правительства, избранные башкирским народом. Естественно, эта акция, скажем так, вызвала целый взрыв возмущения не только их соратников, но и большинства башкирского населения. Арест башкирского правительства и баймакский расстрел окончательно оттолкнули башкир от советской власти. 5 марта 1918 года большевики выпустили ультимативное заявление к башкирскому населению. В нем говорилось: башкиры Орского и Оренбургского уездов формируют отряды вместе с офицерами, юнкерами и всякой сволочью против советской народной власти. Ревком приказывает башкирам и их организациям немедленно разоружиться, сдавать все оружие местным советам и красногвардейцам, выдавать всех скрывающихся офицеров и юнкеров, прекратить разбойничьи набеги. Все башкирские селения, заподозренные в противодействии советской власти, будут сметены с лица земли артиллерией и пулеметами.
Сроком исполнения условий ультиматума были определены 3 дня. В противном случае Цвилинг грозил расстрелять башкирское правительство. Наступил день расстрела. Ахмед Заки Валиди рассказывает: в ночь с 3 на 4 апреля поднялся какой-то шум. Оказалось, на Оренбург казаки совершили налет, в котором принял участие и отряд Амира Карамышева. Нападение на Оренбург состоялось 3 апреля 1918 года. Совместный казачьо-башкирский отряд состоял из 700 всадников, то есть достаточно мобильная группа, которая позволяла, скажем так, нанести очень быстрый и чувствительный удар и позволяла не растягивать свои какие-то авангардные подразделения для того, чтобы не увязнуть в городе. Потому что я уже сказал, 6 тысяч человек – это достаточно большая военная сила, которая могла достаточно быстро отреагировать и уничтожить любые вошедшие войска в город. Тем не менее, вот силами 700 человек, так сказать, удалось уничтожить достаточно большое количество красноармейцев. Дело в том, что они были не готовы к этому нападению. Действительно, нападение было организовано очень четко, очень организованно и, самое главное, неожиданно. Было уничтожено несколько сотен красноармейцев, которые, по сути дела, даже не успели оказать какое-либо серьезное сопротивление. Самуил Цвилинг бежал из Оренбурга, но в тот же день был настигнут казаками в станице Изобильной и убит. После освобождения из тюрьмы Ахмед Заки Валиди и его сподвижники тайно пробрались в Уфу, находившуюся под властью местных большевиков под руководством Бориса Эльцина. Именно в Уфе состоялось так называемое Уфимское собрание, на котором было принято решение начать борьбу с большевиками. Ахмед Заки Валиди вспоминает: в Уфе мы случайно узнали, что здесь находится интеллигент из Башкир Салих Азнагулов, посланный Сталину в Оренбург для вызова меня в Москву. Коммунистическая партия будто бы начала претворять в жизнь идею образования самостоятельных мусульманских государств, и Сталин распорядился освободить меня из Оренбургской тюрьмы и привезти в Москву. Предложения Сталина были проигнорированы, так как мы уяснили себе, продолжает Валидов, что политика Советов лжива и коварна. Сразу после ареста башкирского правительства 17 февраля 1918 года группа революционно настроенной башкирской молодежи образовала Временный революционный совет Башкортостана, во главе которого стояли Абдулла Давлетшин, Бахтигарей Шафиев, Газиз Аль-Мухаметов, Муса Муртазин и другие. И при этом они осуждали деятельность прежнего башкирского правительства. И оправдывали вот этот арест, даже говорили, что они действительно сотрудничали с атаманом Дутовым, что они пойдут другим путем, революционным путем, на сближение с советской властью. И они видят будущую автономию только советской, в составе Российской Федерации. Притом ведь они тоже разработали проект положения о советской автономии Башкирии. Это имеется. И самое интересное, при этом они использовали вот решение башкирских съездов. То есть они опирались на решение башкирских съездов. И даже говорили о своей преемственной связи вот с этим башкирским движением, что они считаются резолюциями башкирских курултаев. То есть очень вот позиция у них была интересная. С одной стороны, они осуждали башкирское правительство, обвиняли там черт не знает в каких грехах. Но с другой стороны, они говорили, мы преемники, правопреемники, понимаете, вот это башкирского движения. К народу автономного Башкортостана. Члены бывшего башкирского ШУРО, обвиняемые в союзе с Дутовым и организации действий против советского правительства, арестованы. Сообразно с этими обстоятельствами образовался Временный революционный совет Башкортостана, который приступил к работе, чтобы одновременно с башкирской автономией установить в ней демократическое правление. Временный революционный совет Башкортостана. В Москву был командирован Бахтигарей Шафиев для предоставления в Совете народных комиссаров РСФСР проекта положения о советской автономии Башкортостана. Однако Оренбургский ревком и Оренбургский же мусульманский военно-революционный комитет, возглавляемые нигилистами по отношению к самоопределению народов Галишем Мигуловым и Багауддином Нуримановым, решили не допустить даже советской автономии Башкирии.
Если Шамигулов обвинял прежнее башкирское правительство в союзе с контрреволюционером и монархистом Атаманом Дутовым, то Временный революционный совет Башкортостана обвинялся им в нежелании отказаться от автономии, в которой левые радикалы видели препятствие на пути мировой революции. Шамигулов писал в газетах тех дней: «Революционный совет Башкортостана